Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю як у краіне, так і за яе межамі. Цыкл размоў сумеснага праекта Еўрарадыё і Е-прамовы. Увесь свет захапляецца як беларусамі, якія нават нечакана для саміх сябе пратэстуюць вось ужо 100 дзён, так і мірнасцю гэтых беларускіх пратэстаў. За ўвесь час у Мінску была разбітая толькі адна вітрына. І тая не пратэстоўцамі, а кіраўніком адной з так званых сілавых структур. Іншая рэч, што відавочных вынікаў ад гэтых пратэстаў нібыта і нема. І пачынае нараджацца песімізм у пэўнай часткі беларускага грамадства. Так ці ёсць вынікі, ці іх сапраўды нема? Ці маюць рацыю тыя, хто сцвярджае, што за гэтыя 100 дзён беларуская нацыя, слова нават такое выдумалі, дафармавалася? Ці атрымаецца ва ўлады згасіць пратэсты і расфармаваць гэтую дафармаваную нацыю? Пра гэта мы зараз і пагаворым з маім госцем. Са мной на сувязі псіхолог, прафесор Владимир Янчук. Добрый дзень, спадар Владимир. Добрый дзень. Спадар Владимир, вось шмат хто, можа быць і я нават у тым ліку, сапраўды не бачыць нейкіх такіх відавочных вынікаў ад гэтага, як там кажуць прапагандысты, бессэнсоўнага хаджэння па вуліцах вот ужо цягам 100 дзён. Вы, можа быць, як чалавек, які больш глыбока ў псіхалогіі разбіраецеся, гэтыя вынікі больш, лепш заўважаеце? Более того, Дмитрий, я вот сейчас неожиданно для себя, кстати, начал активно быть активным в социальных сетях. Да то ли социальные сети для меня были, таким демонстрационным действием. Вот я поехал туда, выступил там, вот увидел это, и все. И никаких комментариев, ничего не было. А потом, после некоторой череды событий, я вдруг понял, что вообще-то я гражданин в этой стране, и вообще-то я заинтересован в этой стране. И несмотря на мои многочисленные разъезды, лично для себя я сказал, что вообще это то место, которое мне нравится. И это место мне нравится людьми, живущими здесь. Почему? Потому что особых красот у нас нет, особых эксклюзивов, опять-таки, по сравнению с мировыми эксклюзивами тоже нет. А вот все приезжающие сюда отмечают доброту этих людей, теплоту отношений этих людей. И одновременно, есть такая, особенно у нас есть старший брат рядом, есть такая токенистская позиция. А что значит токенистская? Снисходительная. Мол, мы лучше, а вот вы вроде как младшие братья и прочее. А вдруг такой всплеск. И вдруг впервые за многолетнюю историю эта нация поняла даже свое преимущество над старшим братом. Почему? Потому что старший брат оказывается тихий и спокойный, хоть и токенистичный. А младший брат волнуется, и младший брат начинает переживать, и младший брат начинает действовать. Нельзя говорить, что здесь не было и у старшего брата, но здесь в это время, в этой точке пространства вдруг появляется огромное количество людей, и понятно, что эти люди выходят не сразу, и вдруг эти люди, вот для меня, как социального психолога, я подчеркиваю, я социальный психолог, и, конечно же, я читаю статьи политологов, я, конечно же, пытаюсь разобраться в различного рода аналитике, и я понимаю, что политологический анализ здесь не проходит, и что попытка нахождения каких-то аналогий, будь то с Украины, будь то с Грузии, будь то еще откуда-то, вряд ли уместно. Эти люди возмутились. И первая подоплека для возмущения – это ковид. Кстати, напоминаю нашим слушателям, что ковида у нас нет, мы ковид победили. И громкими устами известного нам человека было сказано, что это вообще-то ерунда. И вообще с этой ерундой мы боремся и успешно боремся, и вообще перспективы самые хорошие. И тут перспективы оказались не очень хорошими, а потом триггер, вдруг разочарование в связи с результатами выборов, и
всплеск, взрыв. Ну и понятно, за 100 дней мы увидели огромное количество вот таких творческих флешмобов, демонстраций. И вдруг мир увидел огромное количество красивых людей, собирающихся, ликующих, опять-таки демонстрирующих и так далее, и так далее. Власть немножечко оторопела, но власть не просто оторопела, она готовилась к этому потенциально. И когда мне говорят, вот это свалилось с неба, я говорю, не свалилось с неба. Власть уже с 2010 года, а может еще раньше, готовила вот этих ребят, которые непонятны для нас сегодня, так сказать. Ну, как может человек вот бить пенсионера, как человек может делать еще что-то, и это совершенно непонятно. Понятно, почему. Подготовлены. Дальше вдруг мы увидели спецтехнику, вдруг мы узнали, что у нас есть световые гранаты, вдруг мы узнали, что у нас есть генералы и так далее. Это ладно. Что встревожило меня сейчас? Вдруг пессимистическая позиция, и в тех же социальных сетях я начал вот видеть многочисленные обиды. Обиды ходящих на неходящих. Дальше, более того, некие рефлексии ходящих, но решивших больше не ходить. Почему? Потому что, в принципе, нет координации, потому что противостояние бессмысленно и так далее, и так далее. Ну и дальше результата нет. Вот общая такая вот сентенция. 100 дней прошло, а результата нет. Ну, на что я написал пост о нереалистическом оптимизме. И в этом посте я вообще-то отметил. Вообще-то люди, некоторые люди, 25 лет готовились к этому событию. А мы за 100 дней как-то хотим раз и разломать. И я отметил еще одну такую любопытную особенность. Вот, наверное, одна из очень немногих сфер деятельности, где мы соответствуем самым мировым стандартам. Это вот сфера, опять-таки, разгона, демонстрации, схема противодействия протестов и так далее. И мы к этому очень серьезно готовились, мы приглашали испанских специалистов, мы тренировали каких-то людей и так далее, и так далее. Ну и вот это разочарование, конечно же, ну, во-первых, вызвало у меня некое недоумение, что значит результат. И вообще, за что мы боремся? Мы что, думаем, что вот эти люди взяли и ушли? Нет, не уйдут. Почему? Они готовились к этому. Ну и, собственно говоря, с позиции этих людей. И не только этих людей, стоящих у власти, а с позиции огромного количества обывателей, ну, худо-бедно мы приспособились. Худо-бедно мы решаем какие-то задачи, ну, пусть, так сказать, не сверх, а я подчеркиваю, что не все люди ездят по миру, не все люди заглядывают в интернет, не все люди делают еще нечто, а некие люди удовлетворяются, ну, минимум вот этих, так сказать, потребностей, и больше ничего не надо. А тут появляются шумы, тут нарушается вот этот спокойный ритм жизни, и вдруг я вижу интервью старушки, которая искренне говорит о чем? Я бы их всех пересажала. И тогда было бы спокойно. Правда, у меня сразу метафора. Самое спокойное место где? На кладбище. Почему? Тихо, упорядочено и так далее. Ну и дальше. Ну и тут главное лицо говорит о чем? Я построил страну, и, собственно говоря, ну, мне жалко эту страну. Почему? Без меня она рухнет. Ну, я так, в принципе, соглашаюсь, что если страну идентифицировать с собой, и если народ – это я, правда, у меня другая ассоциация, мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия», мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Это вот с тех самых времен, и вдруг я вот эту ассоциацию начинаю каким-то образом рефлексировать и понимаю, что здесь то же самое. Опять-таки, мы говорим государство, подразумеваем персонале, а персонале, мы говорим персонале, подразумеваем государство. Ну и понятно, допустим, вот когда такой симбиоз, ну обидно сосудейно. Правда, не страну построил, а памятник. А памятник хорош чем? Он молчит. Он молчит, но, правда, памятники не развиваются. Причем он, наоборот, стареет, и он разрушается. Ну, вот у меня такая метафора возникла. А мир меняется, а мир вокруг меняется. Допустим, а памятник остается все тем же, и тем же, и тем же. Ну и дальше, достижения. Я говорю, дорогие, а достижений тьма. Ну, во-первых, смотрите, мир увидел Беларусь. И на одной из наших прошлых встреч я говорил о чем. До Толя Беларусь это было чем-то таким. Ну, будем говорить так, темным местом в центре Европы, но еще, так сказать, лучшим таком, ну, уже в политологическом смысле, где еще диктатор. Последняя диктатура Европы, ну, можно адаптироваться к диктатуре, почему? Тогда глава говорит, ну, последний, так последний, ну, хороший диктатор и так далее, и так далее. А сейчас это уже место интересно не тем, что оно вот это темное пятно, а что здесь живут люди.
что эти люди творческие, что эти люди знают, что у них есть права, и эти люди готовы протестовать, защищая свои права. И первый такой результат – появление ростков гражданского общества. И более того, даже вот сейчас еще одна такая фамилия одиозная, Карпенкова, в его одном из интервью он заявляет о чем? Гражданское общество нужно. Правда, Карпенков, как я понимаю, не совсем понимает, что такое гражданское общество. А гражданское общество состоит из людей, защищающих свои права, знающих эти права и считающих, что основа государства – это люди. И вообще-то люди выбирают управленцев, и если управленцы не справляются с их вот этими социальными заказами, они снимают этих управленцев. И тогда результатов нет. Дальше я смотрю на этих людей, храбрые, так? А смотрите, вот какая эволюция. Если мы смотрим на эту эволюцию, раньше ведь лайкнуть человек боялся. Вот он вылазил и на какое-то смотрел с ужасом на какое-то сообщение, лайкнуть боялся. Дальше. При виде, допустим, вот, человека в такой униформе, у него сердце сразу начинало биться, еще что-то. Раньше он слова боялся высказать, а сейчас он не боится уже не только вот этого устрашающего вида субъектов, а он не боится говорить, он не боится выражать свои мысли, он не боится защищать свои права, что с точки зрения вот этого пугливого обывателя, это ужас. Это как? Зная, что побьют, зная, что посадят, все равно этот человек вообще-то выходит. Ну и следующее достижение. Вообще-то власть начала этих людей бояться. И власть начала искать такие достаточно серьезные ресурсы. Но еще одна победа. Вообще-то вы лишили огромного количества оснований для чего? Для вот этого внутреннего комфорта и удовлетворения амбиций главного правителя. Раньше он получал удовольствие от открытия европейских игр, открытия от каких-то мостов, от каких-то развязок, от каких-то метрополитенов и прочее, прочее. А сейчас этого удовольствия нет. И вдруг этих удовольствий становится меньше, меньше, меньше. И дальше звезды, опять-таки, приезжают с опаской. Почему? Потому что у звезд начинает формироваться в сознании некое, будем говорить так, осознание того, что выиграешь в деньгах здесь, а проиграешь где? Где-то дальше. Почему? Приглашать тебя не будут. Дальше. Мы стали, опять-таки, не рукопожатными. Это чье достижение? Это ваши, дорогие друзья, достижения. Но здесь для меня очень серьезная проблема другая. Что значит достижение? Почему эти достижения ассоциируются только вот с этими маршами? Извините, вот все перечисленные достижения мною, это достижения, не связанные с маршем. Марш – это ведь только демонстрация чего? Что этих людей стало много, что эти люди перебороли страх, и эти люди не готовы возвращаться в стойло. Это несомненное достижение. И дальше, допустим, демонстрация есть. И я обращался к масс-медийному пространству. Не надо гоняться за маршами. А есть еще достижение, на которое надо обращать внимание. 25 тысяч людей вообще были подвергнуты аресту. Дорогие европейцы, дорогие граждане, этого мало. Дальше огромное количество политически заключенных. Дальше, вот в этом центре Европы вы можете выйти на улицу, взять 3 гвоздички, белую, красную и белую, и дальше подъедет автомобиль без номеров, выскочит несколько субъектов без опознавательных знаков в гражданской форме, и опять-таки вас уволокут, и вам припаяют срок. Этого что? Недостаточно? Этого что? Опять-таки, это не очень такое серьезное основание для реагирования на происходящее. Поэтому, дорогие, добились многого. Но дальше еще один момент, на который я акцентирую внимание. Понятно, допустим, какая-то часть людей находится за границей, и мы радуемся чему? Вот этим цепям солидарности, которые тоже разрослись по всему свету. Мы видим Нью-Йорк, мы видим Лондон, мы видим многое другое, мы видим еще какие-то цепочки солидарности и прочее. Но почему-то эти цепочки реагируют на что? А вот пришли на марш много людей или нет? Не надо нам стимулировать, вот такого рода стимуляции. Есть вот это основание, есть понимание проблемы, и давайте решать главную проблему. Проблему, связанную с поддержкой этого гражданского общества. А гражданское общество, я подчеркиваю, это права.
И эти права надо защищать. И надо понимать, что вот это цивилизационное развитие связано именно с правозащитным движением, что включает самое главное – человек есть человек. И жизнь этого человека – высшая ценность. И когда эта ценность начинает подвергаться вот таким опасностям, мы должны кричать во все голоса. Поэтому достижений больше, чем достаточно, Дмитрий. Вось вы кажаце пра тое, што з'явіліся такія парасткі нашай грамадзянскай супольнасці. Я вот на пачатку размовы сказаў, я сапраўды чытаў у некалькіх дастаткова такіх паважных людзей такое меркаванне, што наша нацыя дарэшце дафармавалася. Так вось, ці дафармавалася нацыя, і вось калі мы кажам, што толькі парасткі грамадзянскай супольнасці з'явілася, гэта неяк звязана, што вот без громадянской супольности и про нацию казать. Ну, что знаете, Дмитрий, это ведь на самом деле очень серьезная такая научная проблема, которая очень серьезно дискутируется, и в том числе вот в контексте системного подхода, либо нация что-то гомогенное, либо нация гетерогенная. Так вот, еще один урок. Урок вот этих событий: нация не гомогенная. Она гетерогенная. Она хотя бы, допустим, на этой территории живут люди католики, есть православные, есть мусульмане, дальше есть минчане, градничане и так далее. Есть люди консервативные, а есть люди либеральных взглядов. И этих людей приблизительно 50 на 50. Причем вот из этих 50, ну, даже я бы сказал так, все-таки либеральных взглядов, наверное, больше, но вот эта цифра, допустим, вот этих либералов, она тоже есть пассивные, есть активные. Поэтому я и говорю о ростках. Вот это пассивное, не очень активное большинство, оно начало сталкиваться с моделями. Ведь как переходит, допустим, вот этот процесс трансформации в новое качественное состояние? Ну, первое, может, люди сталкиваются с опытом других. Они смотрят по сторонам, они смотрят вот на то, что происходит рядом. И я с любопытством вот вчера смотрел интервью очень квалифицированного и очень уважаемого мною политолога, одного из немногих, кстати, глубинных политологов, Дмитрия Орешкина, который он давал «Радио Свобода». И, ну, правда, мне не понравилось, что у него тоже такая вот системно закрытая модель, и у него такой же социальный пессимизм, что, допустим, есть власть вооруженная до зубов и так далее, и эту власть не сломаешь. Это вот такая социальная позиция, на что я говорю. Во-первых, власть – это чисто социально-психологически, это вообще-то порождение людей. И вот эти все нормативы устанавливаются людьми. Это не что-то вот ниспосланное свыше, это не что-то посланное Богом и так далее. А эти люди, живущие вот на этой территории, договорились о неких правилах совместного бытия. Эти правила фиксируются в форме законов, неких схем, регуляторов и так далее, и так далее. Но эти люди, как договорились, так могут переговориться. И вот гражданское общество проявляется в чем? Эти люди несогласные начинают либо аргументировать, либо демонстрировать свое несогласие с этими правилами, которые могут закрепляться в любых актах. И вот часто даже вот на примере различных кандидатов речь идет: а вот у меня есть проект, а у меня есть программа. Я говорю, знаете, программа, проект – это не нечто эксклюзивное. Почему? Есть огромный мировой опыт. Это, в принципе, это текст. И дело-то не в тексте, какой текст написан лучше, а какой текст написан хуже. И часто, допустим, кто-то скрывает этот текст и говорит: вот я его выложу. Я говорю, текст ты можешь выложить, а если не готово общество, и если этот текст не согласован с этими людьми, и если эти люди не разделяют вот те положения, которые закреплены в тексте, этот текст превращается в бумажку. Поэтому вот эта часть общества начала созревать. И более того, для вот этого пассивно-равнодушного большинства эта часть вдруг начала предъявлять модели героизма, героического поведения. Я говорю, допустим, той же Богинской, так, ну, по-разному, разные оценки и так далее, но человек в возрасте выходит на улицу. Дальше, марш пенсионеров, раз, допустим, вот вам результат. Дальше, у нас произошла гендерная революция.
Вот мы очень много говорили о гендере и так далее, ну и очень показательно. Ну, допустим, в том числе на выборах, допустим, главный претендент на победу говорит, ну что такое женщина? Женщина, что это вообще? Женщину вообще допускать нельзя до чего? До выборов. Ну, это же вообще ужас, так сказать. Женщина должна быть где? На кухне. Более того, допустим, сегодняшняя конкурентка вообще не стесняясь говорит о чем? Что я люблю готовить котлеты. И котлеты у меня получаются вкусные. И дальше. И что вообще миссия женщины вот такая. А тут трансформация. И тут по недосмотру и по вот этому гендерному сексизму, а надо говорить, бытующему в сознании этих людей, вдруг произошло что? Женщина стала более активной. Женщин стало много, и эти женщины начали являть образцы поведения. Смелых, красивых, творческих людей, которые способны решать самые сложные задачи и брать инициативу на свои плечи. И не стесняться это делать, и более того, сейчас они поставили мужчин в такое вот, ну, неудобное положение. Почему? Потому что понятно, что мужчин хватают, и вроде есть рациональное основание, но, с другой стороны, блестят женщины. А мужчины вроде как оказались в тени. Так что вот вам, дорогие, еще одно достижение. Гендерная революция. И здесь мы говорим о многих вещах. Ну и вот я буквально сегодня познакомился с социсследованиями, это тоже ведь достижение. По масс-медийному пространству они были опубликованы. Я уже забыл, какая информационная служба, но они в «Медузе» опубликовались по отношению к средствам массовой информации. И вот за последние годы насколько изменилось. И, допустим, вот эти огромные вложения вот в эту пропагандистскую машину государственную и так далее, и так далее. Результат 29%. Только смотрят вот это. И дальше, еще один любопытный результат. Я уже точно не воспроизведу эту цифру, а вот 60 с лишним процентов россиян смотрят только вот эту пропагандистскую машину. Ну и дальше мне понравились еще одни характеристики вот этой аудитории. Они не верят напрямую даже интернет-СМИ, хотя вот, допустим, интернет-коммуникация заняла очень большое пространство, ну, по крайней мере, в разбирательство. Для чего человек обращается к масс-медийному пространству? Для получения ответа. Вот чем мы с вами сегодня занимаемся? Мы, по идее, пытаемся разобраться в ситуации, и вы приглашаете специалиста, который высказывает свою точку зрения по поводу происходящего. Ну и так как этот специалист, по идее, должен обладать неким глубинным знанием, он пытается разобраться в происходящем с точки зрения выяснения того, что не лежит на поверхности. Ну вот на поверхности. И вот этот гражданин начал разбираться. Он понимает, что одни каналы могут говорить не очень такую точную правду, а другие могут. И это для меня тоже показатель. Значит, сформировалась определенная категория людей, которая не принимает на веру, которая критически относится и которая вообще взвешивает. И когда мне говорят, что вот это кукловоды с Запада и так далее, я говорю, знаете, вот эти люди уже научились отделять зерна от плевел. Эти люди, ну, в нашей такой советской схеме, научились отделять котлеты от мух. И более того, мне говорят, ну, допустим, вот наиболее такая пугливая часть все время пишет, да, господи, государство рухнет, здесь же хаос будет. Это вот такая очень серьезная группа людей, которые, ну, и есть у нас, что говорить, так сказать, вот такая очень большая группа людей, которые готовы ничего не делать и очень искусны в объяснении, почему не надо ничего делать. И таких людей очень много. И рухнет еще что-то. Я говорю, знаете, люди, научившиеся организовываться, люди, научившиеся разбираться в людям рядом, а вот еще одно достижение этих дней. Мы начали уже четко представлять себе, кто есть кто. И человек, говорящий, допустим, вот нечто, обещающий нечто, вдруг столкнулся с чем? Что обещания не выполняются. Так? И вот когда мне говорят, допустим, вот, это же авторитетный человек, я говорю, а для меня не авторитетный. Для меня авторитетный человек пообещал, выполнил. А сегодня мы столкнулись с очень любопытной ситуацией, когда надо читать наоборот. Если какое-то псевдоавторитетное лицо говорит нечто, я понимаю, что это значит наоборот. И вот своеобразный эзопов язык. Тогда я думаю, ну а кому я буду доверять? И более того, если я говорю, что это наоборот, я понимаю, что не исключено, что и это не наоборот. А тогда я начинаю сталкиваться с симулякрами. Вот, допустим, ну, я не буду нагружать нашу аудиторию такими некрасивыми забугорными словами, но симулякра это что? Это отрыв
знака от референта. Когда, допустим, вот знак начинает плавать сам по себе. И объект, который обозначен каким-то словом, вдруг теряет свою смысловую нагрузку. И в одном контексте это одно, а в другом контексте это противоположно. И если вдруг на медийном пространстве из уст, ну, допустим, на пуле первого, допустим, сегодня одно, а завтра другое, а послезавтра третье, ну, тогда у меня вообще дезориентировка. Почему? Потому что если нет вот этой стабильности знака, тогда я не знаю вообще, что-то сказано, а что это означает. И вообще, верить этому или нет. А если верить этому и нет, у меня возникает недоверие. Допустим, вот один из мотивов присутствия здесь – это недоверие. Я не доверяю этим людям. Так я не доверяю им, допустим, сбор вот этого всенародного собрания, я не доверяю, допустим, этим людям, которые сидят, это же люди, сидящие в парламенте, это же вообще-то представители мои, это же власть представляющая. Я понимаю, что эти люди не представляют меня, мое мнение. И, допустим, это еще один вывод. Эти люди уже научились понимать, что представительная власть – это не то, что, вот, допустим, обеспечение пенсии. Вот я побыл там 2 срока, я получил хорошую пенсию. Так и я сижу на этой пенсии и радуюсь. А вот так как я понимаю, что если я буду выступать, то пенсии меня лишат, то я и не вякаю. А дальше, допустим, моя схема участия, вот, допустим, есть некие юридические ведомства, институт правоведения, мне спустили некий указ, я проголосовал и все. Допустим, я не обладаю ни юридической грамотностью, я не обладаю знанием контекста и так далее. Я зафиксировал нечто и все. Ну а почему? У меня отпуск, у меня льготы, у меня еще что-то. Я вдруг обрел свой статус. А вы, нет уж, дорогие, вот сейчас эти вы уже так не пройдут. И они уже ознакомились с чем, допустим, прежде чем организовать голосование, прежде чем делать выборы, вообще-то надо знать, кто считать будет, как будут утверждаться, как будут еще что-то делать и так далее. Ну и дальше они научились отличать. Вот этот говорун, но его красивые речи не подкрепляются чем? Делами. Вот здесь очень много таких очень любопытных нюансов, когда лица, обещающие одно, а делающие другое, потеряли авторитет. И дальше сформировалась тоже, я, допустим, за многими вещами наблюдаю, категория доверия к определенным персоналиям. И, допустим, с точки зрения вот такого, человек отсидел, допустим, 3 раза его сажали, а население ему верит. Почему сидел не зря? Дальше, несмотря, так вот, вроде, с одной стороны, уголовный опыт, так, пятна на биографии, а эти люди доверяют этому человеку. И эти люди готовы за этого человека сделать очень много. Вот вам пример, допустим. Поэтому не не гомогенная нация пока, а гетеро. И дальше возникает проблема, и вот, кстати, еще одна проблема, о которой я пишу и говорю очень много. Сталкивание этих с этим. И сознательное сталкивание, и, допустим, вот эта поляризация общества и так далее. И эти обижаются на этих, а эти, очень не любят вот этих. Я говорю, разговаривать надо друг с другом. И когда мы придем вот к этому разговору, и говорят, да вы же эти фашисты, а другие говорят, а вы же вот эти, так сказать, продажные. А я говорю, вообще мы все люди, живущие на этой земле. Вы живете, я говорю оппонентам, на этой земле. Дальше, второй тезис. Вам хочется, чтобы мы жили лучше? Мне говорят, а вот если что-то поменяется, будет как в Украине. А я 3 дня назад выступал на конференции в Украине, и я вдруг заметил, что, допустим, в Украине ситуация не хуже, а лучше. И что университет киевский имени Шевченко вообще-то оснащен лучше флагмана нашего. И что люди, которые, опять-таки, работают в этом университете, они более квалифицированные, чем, допустим, в некоторых отраслях здесь. И тогда у меня сомнения. Так, это мой опыт непосредственный, так, участие. И я смотрю дискуссия красивая, дальше нет биения в грудь, и, допустим, мои украинские коллеги говорят мне, да, сложно, но мы прошли вот эту точку. Мы движемся, мы видим свои проблемы, но нам помогают. И им очень сильно помогают. Почему? Потому что если взять количество научных грантов, которые приходят в Украину, и сравнить их с количеством грантов, которые приходят на научные проекты в Беларуси, это будет в десятки, если не в сотни раз больше.
Ну и когда мне говорят о наших успехах, я ведь прекрасно знаю. Допустим, у меня есть опыт преподавания в Оксфорде, в Сассексе, я был в Колумбийском университете, я был в Массачусетсе и так далее. И когда мне говорят, что вот это лучше, я говорю, извините, вы даже не представляете, что такое хорошее. А до лучшего расти и расти. Я говорю, вот вы хотя бы знаете, что бюджет Оксфорда 5 миллиардов личных и 5 миллиардов фунтов, не рублей, дотационных от государства. Это 10 миллиардов фунтов. Это вот я уже не знаю, какой курс, но это приблизительно 30 миллиардов долларов. Вы представляете, что это такое? Ну-ка, погордитесь, похвастайтесь, назовите мне хоть какого-то флагмана, где есть миллиард долларов. Нет, не найдете. Где есть 100 миллионов? Не найдете. И, допустим, я сталкиваюсь, вот мы IT-страна. Я говорю, знаете, IT-страна вот, в парке высоких технологий. А выйдите вы в аудиторию и посмотрите, допустим, по вот этому IT-сопровождению. И сравните его с другими моментами. Не найдете. И говорю, знаете, вы меня не убедили. Более того, вы нарисовали картинку, под которой ничего нет. Владимир, на жаль, тут, як кажуть, час не гумовы эфірны, таму я вельмі важную хочу закрануть вот для мяне, як мне бачыцца тэму, можа быть, вы адкажаце. Глядзіце, расказваюць зараз, што падчас апошніх затрыманняў тых людзей, якія размаўлялі па-беларуску, іх адзначалі асоба там нейкай фарбай і потым збівалі мацней, чым іншых. На прыступкі аўтазакаў кладуць бел-чырвона-белы сцяг. Я уже не кажу ввогуле там про нейкае там збіццё. Вот як вы сказали, возьми 3 кветачкі, белую, чырвоную, белую, і прайдзіся по вуліцы, абавязкова затрымаюць. Што зараз адбываецца у Новай Баравой, дзе людзям, ну, такое адчуванне, што адмыслова зрабілі аварыю, каб не даць ваду. Перапісваюць, ходзяць нумары кватэр, дзе вісяць у вокнах бел-чырвона-белыя сцягі. Некаторыя кажуць, што ўсё гэта вот такое вот геноцид. Я чуў там геноцид па моўнай прыкмеце, вот за мову, за сімволіку. А ўвогуле такое адчуванне, што зараз вот адна частка беларускага грамадства робіць геноцид у адносінах да іншай часткі. Ці это перабольшванне? Это привлечение явное. Почему? Потому что вы забыли, какая частка громадства вот делает вот эти святотатственные акты. Так вообще-то это не часть граждан. Это наемная группа людей, наемников, без территорий, и еще одна такая подоплека, которые готовы с этой территории вообще-то уехать на другую территорию. Они не очень боятся. Почему? Потому что вот такие, извините, наемники, они нужны где? И соседям. Так, правда, соседям вот здесь, с востока. На западе такие не нужны, а с востока такие нужны. Поэтому это не граждане. А, допустим, всегда возникает некая вот такая проблема критерия. Так, вот, допустим, более, так сказать, опасного или менее опасного. И, допустим, этот критерий, вот так сразу говорящие на мове, это значит вот западники. Дальше. А как выявить вот в этой массе одинаковых людей, допустим, больших западников или больших вот таких, ну, потенциальных врагов от меньших по каким-то наружным знакам? Так, флаг. Несет флаг, значит, кто? И мне, так сказать, у меня волосы дыбом стали от выступления генерального прокурора, который говорит о чем? Червоно-белый флаг – это вообще-то не запрещенный флаг. А вот носитель… Это он показывает чего? Показывает косвенные индикаторы нелояльности. Так и вот, когда, если вы говорите на белорусском языке, вдруг вы становитесь демонстратором чего? Нелояльности власти. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, так сказать, негатив, а с другой стороны, знаете, допустим, это вот, ну, скажу, поймите меня правильно, это, знаете, дополнительные стимулы к любви к языку. У тех людей, которые вот переходят в это новое качественное состояние. Они гордятся этим. И вы можете, конечно, выбивать, вы можете пугать. Ну, кстати, я неожиданно для себя, я являюсь психологом-экспертом по всем учебникам белорусской мовы.
старавшись и все время проповедовав мысль, что эти учебники, я все время говорил о чем? В язык нельзя вбивать, а в язык надо влюблять. И если вам хочется, чтобы вот этот язык стал вот таким предметом гордости, надо выстроить учебник так, чтобы он был диалогичный, чтобы он был красивый, чтобы этот ребенок читал его с удовольствием. А тут еще дополнение к любви к языку – это язык героев. Так? Почему? Потому что, допустим, здесь же вот на уровне такого сознания, допустим, вдруг сформировалось, вот я поражаюсь власти, вот настолько, допустим, они закрылись вот в том пространстве вот того советского времени, не понимая, что чем больше вы давите, тем хуже вы себе делаете. Ну и плюс вот такая гадкая вещь – это поляризация. Так это вот запугать этих людей, отдифференцировать и найти основание вот этим ублюдкам внешнее. Так? Раз на мове говорите, значит, враг. Раз с флагом, значит, враг. И, значит, вот раз накопилось, так, значит, ноги надо вытереть, а что? А флаг? Унизить этих людей. Не унизите, а вызовете чувство ненависти, так? Еще больше озлобите, еще больше влюбите. Это психологически. Поэтому это, знаете, последствия, с одной стороны, вроде печальные, а с другой стороны, это класс. Ну і на заканчэнне я гляжу, вы такі ўсё ж такі прагматычны аптыміст, тым не менш, вот глядзіце, марозы, дрэннае надвор'е, амап, ну па выніку можа быць ну, прымусяць людзей сысці з вуліц, ну, скажем, з цэнтральных праспектаў. Вы раіце не звяртаць увагу на колькасць акцый, я з вами згодны. Але ўсё ж таки вот выціснуць іх, можа быць, зменшыцца колькасць гэтых акцый. Ці будзе гэта азначаць, што, ну, ўсё, яны там вот своего домоглися? Знаете, вот я всегда этот процесс рассматриваю стадиально. Вот здесь мы показали массовость, приблизительно уже ясно, сколько нас. Дальше хочется на акцию, по выбору. Хочется, опять-таки, иди. Почему? Потому что это все-таки демонстрация. Обязательно в одном месте, не обязательно в одном месте покажите, что вы есть в разных местах. Дальше голову включаете, так думаете. Ну, а это все гражданскому обществу. Гражданское общество – это не только демонстрация. А следующий момент, вообще-то, предъявляйте требования к власти. Подавайте заявки на вот эти совещания, дальше получите 10 отказов, обжалуйте отказы, дальше предъявляйте претензии к чему? К информированности людей. Дальше я говорю, врачи дорогие, а чего вы молчите? А почему вы не ставите вопросы? Хотя к врачам у меня претензий нет, почему вот я очень уважительно отношусь к консолидации вот в этом врачебном сообществе. Говорите правду. Дальше к педагогам, договорите, в каком состоянии образования. Дальше другим людям говорите и требуйте от власти, допустим. Что значит, это Боровая, вы приводите мне пример? Вообще-то кричать об этом надо, требовать. Почему? Есть коммунальные службы, так? Дальше, и где-то коммунальная служба подъезжает и, извините, занимается святотатством быстро. А тут целый район отключен и молчок. Это как называется? Требуйте, в суд подавайте. И я говорю, гражданское общество – это общество, знающее существующие здесь законы. Дорогие, изучайте законы, и в этих законах вообще-то фиксируйте следующее. Ваши права, которые вам гарантированы этими законами, а дальше обращайте внимание на обязанности, которые возложены на людей, принимающих решения. И вообще-то требуйте. Вот вам, ну и дальше говорите, и говорите с колеблющимися, объясняйте, что вы не эти вот вурдалаки, а вы, ну и дальше мне говорят, вот эти отморозки и так далее, а потом выясняется, 3 ведущих онколога, да это ж святотатство, допустим, за что? За то, что я вышел сказать свою позицию. Так я вам, дорогие, говорю, человек, не способный высказывать свою позицию, он никогда хирургом не будет. Он будет человеком не читающим, не знающим, боящимся всего. А, допустим, любая операция – это риск. И это человек, принимающий решение. И мне говорят, ай, заменим. Я говорю, знаете, это не та страна, где очень много высококвалифицированных специалистов. Я приведу пример. Ну, давайте, не буду, уйду на пенсию, буду сидеть на пенсии. Кому будет хуже? Мне будет хуже? Нет, будет хуже вам же. Почему? Потому что не вырастет это количество квалифицированных людей, соответствующих мировым стандартам. Замените, хорошо, кем замените?
На ком это отразится? На вас отразится. А мапаўцамі заменіць. Замените, или, допустим, идеологом замените. Вот я говорю, хорошего врача замените идеологом. Вот в свое время у меня был такой любопытный момент. Ну, я всегда, так сказать, был. И вот я в лечкомиссии и иду, допустим, лечить зуб, и мне лечат зуб ужасно. А оказывается, в лечкомиссии работает, ну, блатная стоматолог, который не очень хорошо, так сказать, но человек великий. После этого я перестал ходить в лечкомиссию. И я начал наводить вдруг справки по поводу чего? Квалификация врача. Так вот, квалифицированных врачей у нас очень немного. И вообще к ним надо относиться трепетно. Квалифицированных рабочих у нас тоже немного. И когда вы боитесь, что вас выкинут, я говорю, знаете, найдите замену. И вообще вот это один из важнейших элементов гражданского общества. Научитесь гордиться собой. И это вот тем колеблющимся. Гордитесь за содеянное. И фактов, подтверждающих основания для вашей гордости, больше, чем достаточно. Дзякуй вялікім. Ганарыцеся сабой і нясіце годна гэты гонар. Дзякуй вялікі. Владимир Янчук, профессор, психолог, Зміцер Лукашук. І мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі ў межах сумеснага праекту Еўрарадыё і Епрамовы.